Это Якутия-24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Мы начинаем программу. Смотрите сегодня. У Якутии золото. На международном турнире Гран-при по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина прошли первые финалы. Кто завоевал звание чемпиона? Выбираем ближайшее будущее. 2 дня остается до единого дня голосования. Как идет подготовка? Насколько активно будет голосовать народ? Встреча с родными плюс экскурсия по тюрьме. В одном из исправительных колоний Якутии прошел День открытых дверей. Где и как все это организовали? Вместе ярче. В Якутске прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения под таким названием. Какие презентовали современные энергоэффективные технологии? 20 фильмов из разных стран мира. В Якутске начал работу международный фестиваль документального кино. Какие картины покажут от Якутии? Точка кипения. Пространство коллективной работы открыли в Якутске. Как это может помочь власти, бизнесу, науке и образованию работать сообща? На международном турнире имени Дмитрия Коркина прошли первые финалы. В весе до 57 килограммов золото завоевал якутянин Ариан Тютрин. Наш спортсмен победил азербайджанца Парвиза Ибрагимова со счетом 4-1. Якутский борец, уроженец Усть-Алданского района, Ариан Тютрин также является 3-кратным бронзовым призером чемпионатов России. Победитель весовой категории до 57 килограммов Ариан Тютрин. Второе золото Якутии принес Виктор Рассадин в поединке с монголом в весе до 65 килограммов. Призер чемпионатов России Рассадин победил чемпиона Азии со счетом 4-2. Лидер сборной Якутии не без труда пробился в полуфинал международного турнира в Якутске. В первом круге Виктор встретился с победителем первенства Европы среди юниоров, бронзовым призером Кубка мира из Азербайджана Али Рахимзаде. Далее ему противостоял чемпион домашнего международного турнира из Соединенных Штатов Эван Хендерсон. В четвертьфинале Рассадину противостоял не менее грозный соперник бурят, победитель и призер международных турниров Алексей Боровицкий. А в схватке за выход в финал якутянину противостоял бронзовый призер азиатских игр в Джакарте Саидбек Окасов из Казахстана. Ну а золото Рассадин завоевал в борьбе против монгола Очир Тулга. Я хочу поблагодарить Арсена Сергеевича, Виктора Николаевича Лебедева, что подарили нам сегодня такой праздник. И хочу поблагодарить своих болельщиков наших, которые сегодня пришли, поддержали нас. Вчера, сегодня я посмотрел, как наши болельщики, правда, от чистого сердца, душой болеют за нас. И прям было очень приятно бороться. И хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал, пришел нас поддержать. Большое им спасибо за их поддержку. И хочу свою победу посвятить своей землячке Карине, которая сейчас болеет. Я хотел бы ей пожелать, чтобы она побыстрее выздоровела. И пожелать удачи в жизни, чтобы дети никогда не болели. Чуть ранее перед финалами прошла церемония открытия, выступил руководитель республики. Как отметил Айсен Николаев, в Якутии все ждут, когда прервется более чем 40-летняя история, когда республика живет без олимпийских медалей по вольной борьбе. В этом году на турнире Коркина приняли участие 251 участник из 33 стран мира, среди них 16 участников Олимпиад. Отметим, нынешний турнир самый крупный за всю историю проведения этих соревнований. Проведение турниров такого уровня позволит развиваться и дальше нашей борьбе. Мы в Якутии очень любим борьбу, мы живем этой борьбой. И, конечно, мы все ожидаем, Жамалат Ильич, что через некоторое время все-таки удастся прервать уже свыше чем 40-летнюю
историю, когда Якутия живет без олимпийских медалей в вольной борьбе. Очень надеемся в этом вопросе и на вашу поддержку, и, конечно, на то, что наши борцы смогут стать в один ряд с теми великими борцами, которых воспитывал Дмитрий Петрович Коркин. К другим темам 2 дня остается до выборов. В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования пройдут выборы разного уровня, начиная от поселковых депутатов и депутатов Илтумен, заканчивая главами районов и столиц региона. Кроме того, якутянам предстоит выбрать главу республики. Слово Саргалане Захаровой. Самые масштабные выборы предстоят в Якутии. Жители республики выберут депутатов в районные и поселковые советы, Государственное собрание Илтумен и, главное, главу региона. Ответственный день и для жителей столицы. 9 сентября горожане отдадут голоса за будущего мэра Якутска и депутатов городской думы. В прошлые выборы 18 марта, когда вся Россия выбирала президента, Якутия показала рекордную явку. Активность избирателей Якутии всегда выше, чем в среднем по России. Вот даже если взять последнюю федеральную кампанию, то явка составила почти 71% по сравнению со среднероссийским 67,5%. И в этот раз в Якутии надеются на высокую явку. Горожане чувствуют ответственность и готовятся к судьбоносному дню. Выразить свою гражданскую позицию, во-первых. Во-вторых, мы все-таки должны все болеть за свой город, за свою республику, поэтому обязаны идти. Чтобы как-то улучшить жизнь населения, может, какие-то социальные нужды какие-то. В надежде на то, что люди, которые придут на посты, на эти, или как там можно сказать, надеюсь, что они будут работать для народа. От каждого голоса зависит наша судьба, наше будущее. Благоустройство города и все, вообще наша жизнь. Зарекомендовали себя нововведения, которые приняли на президентских выборах. 60 тысяч якутян воспользовались возможностью голосовать вне своего избирательного участка. Для этого необходимо лишь подать заявку в ближайшую избирательную комиссию или через портал госуслуги для прикрепления к участку по месту нахождения. Количество лиц, которые воспользовались этим правом, составило 9,4% против 4,2% по России. То есть в 2 раза у нас оказался мобильнее избиратель. Самый высокий показатель явки был в 90-е на выборах первого президента Якутии. Тогда был перелом не только в нашем регионе, по всей стране. Сейчас голос каждого важен не меньше. Каким будет выбор людей? От этого зависит будущее Якутии. Саргалана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Пространство коллективной работы под названием «Точка кипения» открыли в Якутске. Институт функционирует при поддержке Агентства стратегических инициатив, региональных властей и бизнеса. Сюжет Анастасии Кобызевой. Якутск – 15-й город России, где открыли пространство коллективной работы «Точка кипения». Это нейтральная территория, где власть, бизнес, наука и образование могут договориться друг с другом. При входе всегда зеленый свет. Прийти с идеей может каждый. Ограничения минимальные. Здесь не проводятся платные мероприятия и не обсуждают политику. Я считаю крайне важным создание вот таких ярких точек в нашем городском ландшафте, потому что они тянут за собой новые идеи, они с пространства и атмосферы, созданные здесь, они, я уверен, не останутся внутри этого пространства. Они будут выплескиваться за его пределы, на улицы города, на скверы, на учебные заведения, на предпринимательское сообщество. Сеть людей, а не организаций «Точка кипения» поможет привлечь к проектам экспертов и единомышленников из других городов, не выезжая из Якутска. Здесь люди приходят, находят единомышленников, находят тех, кто движется в том же направлении, находят тех, кто может посмотреть критически на их идею, но критически не разрушая ее, не убивая саму идею, да, а посмотреть конструктивно, сделать вклад и вырастить проект. Цифровая экономика, креативные индустрии, городская среда и развитие территорий, инновации и наука, образование – главное направление точки кипения Якутск. Для нас Якутск – это не простой регион, не случайный. Это один из опорных регионов для реализации национальной технологической инициативы. И прежде всего опорный потому, что здесь очень сильная и яркая команда в
управлении республикой и в управлении городом. В этом году в России откроют еще 10 точек кипения. В 2019-м их количество удвоится. Возможно, что и в Якутске такое пространство будет не единственным. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск. В большинстве районов Якутии стартовал отопительный сезон. Как сообщил министр ЖКХ и энергетики республики Даниил Савинов, сезон стартовал в 24 из 34 районов и в столице региона. По данным синоптиков, на севере республики ночью температура воздуха уже опускается до минус 2-3 градусов. По словам главы ведомства, начало отопительного сезона в остальных районах ожидается в ближайшие дни. В Якутске на площади Орджоникидзе прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Для присутствующих организовали школу грамотного потребителя и презентовали современные энергоэффективные технологии. Сюжет Александра Зубехина. Полезный праздник. Такое народное название получил фестиваль «Вместе ярче». Семейный городской праздник проводят уже 3-й год подряд. В этом году он проходит по всей стране. На мероприятии обращают внимание горожан на необходимость бережно относиться к энергетическим ресурсам, использовать современные энергоэффективные технологии. На бульваре энергоэффективных и экологичных технологий российские предприятия представили новейшие отечественные разработки – полимерные трубы, тепло- и электросчетчики. Мы предлагаем использовать такие трубы, состоящие из 3 слоев. Внешний полимерный, утеплитель и пластиковая труба. И вы можете использовать эту трубу в зимнее время на улице. Вода не промерзает внутри этой трубы. Почему пластиковые? Потому что металлические трубы, они подвигаются к коррозии, а они нет. Установка приборов учета отражается на кошельке потребителя. Поставив приборы учета, человек тем самым может сэкономить на тепло. Тепло может составлять от 20% до 50% за оплату тепла, получается, в год. Здесь школа грамотного потребителя. Для горожан бесплатные консультации по вопросам ЖКХ. Специалисты могут рассказать о том, какие требования необходимы для установления приборов учета, а также о онлайн-сервисах по оплате за жилищно-коммунальные услуги, взносах на капитальный ремонт. Какой должна быть энергоэффективность? Ответили дети. На площадке фестиваля подвели итоги конкурса рисунков. Победителем стал 7-летний Аял. Я нарисовал, каким будет земля, если тратить ресурсы, если берегать ресурсы. Если не экономить ресурсы, то у нас закончится вода и закончится энергия. Выключайте свет, выключайте воду. Берегите ресурсы. Новые технологии заметно снижают потребление энергоресурсов. Это, в свою очередь, экономит семейный бюджет. В условиях быстрорастущих цен это актуально, как никогда. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая реклама, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Встреча с родными плюс экскурсия по тюрьме. В одном из исправительных колоний Якутии прошел День открытых дверей. Где и как все это провели? 20 фильмов из разных стран. В Якутске начал работу международный фестиваль документального кино. Какие картины покажут от Якутии? Изменения в транспортной артерии столицы. В пригороде Якутска появилась новая остановка. Протяженность какого городского маршрута расширили? С днем рождения, любимый город. Как Якутск готовится праздновать знаковую дату? Какие намеченные мероприятия в этот день? Якутия-24 в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». Вторая часть эфира. С вами Влад Давыдов. В одном из исправительных колоний Якутии прошел День открытых дверей. Осужденные не только встретились с родными и близкими, но и провели для них экскурсию по тюрьме. Где и как все это организовали? Репортаж Дмитрия Тымырова.
Сейчас мы находимся в исправительной колонии строгого режима номер 6, который расположен в поселке Махсагаллах. Дни открытых дверей в колониях страны проводятся с 2012 года, главной целью которого является ознакомление родных и родственников с условиями проживания осужденных. 2 раза в год в исправительной колонии номер 6 открывают двери. Этот день осужденные ждут с нетерпением. Для меня лично и, думаю, для всех остальных это настоящий праздник, так как у нас появляется возможность повстречаться в очередной раз со своими близкими. Вот только право на день открытых дверей еще нужно заслужить. Право на участие в таких мероприятиях имеют осужденные, не нарушающие режим содержания, которые обучаются в профтехучилище для получения специальности, а также которые активно участвуют в общественной жизни колонии. За пару часов максимальное внимание родным и близким. Не только разговору по душам, но и экскурсии по объектам колонии. Родственники осужденных знакомятся с бытовыми условиями содержания, работой, где они учатся, получают медицинские обеспечения и так далее. Здесь же выставка-ярмарка. Чароны, одежды, шкатулки, обувь, картины, выполненные осужденными вручную. Мы постоянно участвуем в различных выставках и городского, и якутского, общего республиканского значения. И также мы это все продаем в наших магазинах, при учреждении, при управлении. Все это продается, пользуется спросом. При колонии есть и вокальный коллектив из 8 человек. У нас есть коллектив, у нас 8 человек. Мероприятия мы проводим часто очень, при возможности. Поем, участвуем в конкурсах, всероссийском конкурсе «Вера, надежда, любовь». Это наш путь к свободе. Руководство нам дает возможность развиваться. Родные и близкие осужденных рады дню открытых дверей. Хотим поблагодарить администрацию учреждения за предоставленный такой день. Это все равно, что увидеть мужа, сына, брата. Это для нас важно, потому что мы скучаем. Дни открытых дверей в колониях – это эффективный метод воспитательной работы с осужденными. Помогает не только сохранить связи с родственниками, но и сформировать образ законопослушного гражданина. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Махсагаллах. Ветераны Японской и Великой Отечественной войны посадили саженцы сирени на сквере тружеников тыла в столице. Сегодня прошла акция «Ветка сирени». Она посвящена Дню воинской славы, которую отмечают во всей стране 2 сентября. Именно в этот день завершилась Вторая мировая война. Как известно, в военных действиях в Японии в 1945 году принимали участие и якутяне. На встрече с молодым поколением они рассказали о тех страшных фронтовых временах. Сирень стала символом этой победы. Именно в мае 1945-го, когда военные возвращались домой, расцвела сирень. Героев встречали веточками с ароматными цветами. В знак дани уважения павшим и не дожившим до нынешних дней на новом сквере, который находится напротив Дома профсоюзов, участники акции и ветераны высадили эти красивые деревья. Надеемся, что в 2020 году она нас порадует своим цветением. Кроме этого, в этом году 30-летие поискового движения. Мы тоже занимаемся этим направлением работы. В 2017-2018 году это в общей сложности порядка 60 человек, студентов высших средних учебных заведений республики приняли участие в «Вахте-17» и «Вахте» 2018 года. Ребята, побывав на местах, там, где шли кровавые бои, они совершенно по-другому оценили саму историю Великой Отечественной войны. В пригороде Якутска появилась новая автобусная остановка. Тем самым протяженность городского маршрута номер 5 расширена. Сегодня первые пассажиры выехали с новой конечной. Об изменениях транспортной артерии столицы сюжет Николая Борисова. Маленький шаг для школьницы, большой шаг для жителей целого микрорайона. В Мархе продлили автобусный маршрут номер 5. Первый пассажир в 6:45 утра. Наконец-то у нас сегодня праздник. Вот первый только я не знаю, успеет она в школу или не успеет, но должна успеть. Инициаторами продления маршрута стали сами горожане. Как отметили жители, решение транспортной проблемы – это большой сдвиг к созданию комфортной среды, о которой сейчас так часто говорят. Мне хочется сказать, что качество жизни, о котором мы сегодня говорим, оно складывается из таких мелочей.
И чем больше будет таких хороших, позитивных, добрых мелочей, тем наша жизнь, тем наши жители нашего города будут жить действительно лучше, комфортнее. Поэтому, конечно, оно действительно вот такое радостное, позитивное событие сегодня в жизни нашего города и особенно для жителей микрорайона Северный. Со временем неприглядная площадка приобретет окончательный вид. Будут отсыпаны подходы и оборудована стоянка. Облагораживание территории уже началось. Благоустройство происходит, и надеемся на дальнейшее, если он откроется, все будет удобно, и также для жителей района. На расписание оно особо-то не повлияет, единственное, что добавим время, чтобы пораньше уходить, чтобы оставлять все эти махи, также там забирать вовремя, такие рачки забирать. Поэтому особо-то не будет. Не забыли и о старой конечной. Пассажиропоток тут больше, да и остальных жителей Мархи место привычней. Через 3 дня здесь откроют теплую остановку. Очень хорошая программа, связанная с народным бюджетом, это обустройство теплых остановок. Вот. Население также принимает это положительно, даже высказываются, готовы сами приходить облагораживать вокруг, насажать деревья, цветы. Ну и вообще, в принципе, хорошо отнеслись к этому. Казалось бы, мелочь, новая остановка, однако теперь жизнь около 2500 жителей Северянки стала более комфортна. Николай Борисов, Семен Семенов, Джулстан Иннокентьев, Якутск, Марха. Известные российские певцы и участники популярного танцевального шоу поздравят жителей и гостей столицы с Днем города. Более 70 мероприятий пройдет в Якутске в день празднования этой знаменательной даты. Годовщина в этом году не юбилейная, однако праздновать будут горожане не менее масштабно. Об этом говорят в Управлении культуры столицы. На всех площадях и скверах традиционно пройдут различные развлекательные программы, конкурсы, соревнования. Отдельные мероприятия подготовили Национальная библиотека и Национальный художественный музей. Кульминацией дня, как всегда, станет праздничный концерт на площади Ленина. В этом году его хедлайнерами станут российский певец Александр Панайотов и участники шоу «Танцы на ТНТ» Баина Басанова и Валентин Ермоленко. Конечно же, вечерняя программа ожидается очень такой зрелищной. Специально на День города к нам приехал Александр Панайотов. И завтра, вернее, 9 сентября, 19 часов, он ждет всех своих почитателей. Ну и, конечно, вечерняя программа у нас рассчитана для всех желающих большим красочным фейерверком. 22 часа он озарится на набережной, на площади, посвященной, воссоединению Якутии и России. В Якутске состоялась презентация художественного объекта под названием «Хомус» в жанре стрит-арт. Событие приурочили к 5-й международной якутской биеннале современного искусства. Началось с того, что молодой художник Софья Шилова оставила заявку с проектом, где после одобрения комиссии началась работа. По словам автора проекта, на реализацию такого нелегкого произведения искусства понадобились 2 недели. Для биеннале художник украсил внешние стены аптеки в районе Гагаринского округа столицы. Меня привлек сам инструмент хомус, потому что это сакральный музыкальный инструмент. Он невероятно выдает такое звучание, звуки его завораживают, они напоминают что-то космическое. Ну, соответственно, вот так получилось такой рисунок. Сюжет о добре. Такая сказка, добрая сказка для того, чтобы люди стали добрее, лучше. В Якутске начал работу международный фестиваль документального кино. Представят более 20 фильмов из разных стран мира. Какие картины покажут от Якутии, рассказывает Лана Ильина. Фестиваль документального кино «Докер» с 2011 года проходил в Москве. В 2018-м главную площадку сменили на Якутск. Кроме традиционного показа фильмов «Истинного введения» «Докмобиль». Берем российскую картину документальную, немецкую картину. Эти фильмы в чем-то похожи по теме, по подходу. Привозим авторов этих фильмов, смотрим их вместе и обсуждаем. И в данном случае это такой, скажем так, даже антропологическая задача понять, как российские и немецкие авторы смотрят на те или иные вещи.
«Первая ласточка» – немецкий фильм «Счастливые» и российская лента «Зоя и Валера». Обе картины сняты в направлении визуальная антропология. Режиссер не вмешивается в происходящее, снимает реальную жизнь. Отечественный вариант представляет режиссер Андрей Ананин. Это документальная комедия с элементами мюзикла, можно сказать. Это фильм о таком достаточно популярном в дуэте Зоя и Валера. Он в свое время нашумел в интернете. Это, собственно, история двух уже, скажем, пожилых людей, которые обрели новую, скорее даже не новую, а обрели молодость, только уже в таком возрасте, когда все думают, что жизнь уже закончена. На российском телевидении нет канала, посвященного документальным фильмам. Жанр актуален лишь в связке с какими-нибудь событиями. Этого быть не должно, уверены эксперты. Цель нашего проекта – документальное кино как-то показать широкой публике. Интересное, достойное, хорошее документальное кино. Страна без документального кино – все равно, что семья без фотоальбома, уверены организаторы докера. Якутию на фестивале представят два фильма «24 снега» и «Генезис 2.0». Фестиваль продлится до 9 сентября. Вход на все показы бесплатный. Лана Ильина, Григорий Хлопков, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал «Якутия-24» и будьте в курсе. Хороших вам выходных. До свидания.